Первая часть опыта этнологической монографии была издана в 1916 году, еще в царской России, предреволюционном Петрограде. Вторая – спустя 9 лет в том же городе, но переименованном в честь вождя пролетариата. Сей труд оказался интересен и молодому советскому государству. Как известно, в ходе революции изменился и быт народов. Автор, как настоящий ученый, внес в написанный ранее труд поправки и дополнения. В прошлом выпуске проекта мы рассказывали о монографии Сергея Руденко под названием «Башкиры». Сегодня познакомим вас со второй ее частью, самостоятельной и законченной книгой. Сергей Иванович Руденко – археолог, антрополог, этнолог, гидролог, магистр географии, доктор технических наук, профессор. Здесь, в этой второй части, уделяется огромное внимание этнографическим особенностям башкир, быту. Здесь очень много, нужно отметить, очень много фотографий, которые им были сделаны лично, жилищ башкир, то есть в каких они домах проживали. Затем хозяйственной деятельности башкир, в частности, он очень много сделал фотографий именно, когда башкиры занимались скотоводством. Очень много фотографий сделано башкир, которые занимались ловлей зверей при помощи птиц и так далее. В книге немало сведений и о рыбной ловле, пище, технике башкир, а также их средствах и способах передвижения. Уникальна и информация о семье и роде, общественной жизни и искусстве, народных верованиях, одежде. Интересно и детально описаны, в частности, детские игры, национальные узоры. Информация щедро иллюстрирована фотографиями, рисунками, схемами, всего их более 220, и 4 картами. Этот труд посвящен только именно антропологии и этнографии башкир, потому что если до него исследователи затрагивали не только башкир, но и другие народы, то именно Сергей Иванович Руденко в своей работе использовал именно тот богатый материал антропологический, этнографический, именно связанный с башкирским народом. Будучи профессиональным ученым, Сергею Ивановичу удалось создать труд, охватывающий все стороны жизни башкир. Его материалы и выводы ценны и по сей день.